В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Прокуратура Омского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника отделения почтовой связи одного из филиалов Почты России. По версии следствия, обвиняемая, работая в одном из отделений почтовой связи, не обеспечивала сдачу в кассу веренных ей денежных средств от реализации товаров, то есть совершала их хищение, причинив имущественный ущерб на общую сумму 270 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемая, имея в силу занимаемой должности доступ к денежным средствам отделения почтовой связи, при осуществлении приходно-кассовых операций по приему от населения денежных средств за услуги почтовой связи не оприходовала их и не вносила в кассу сумму в размере свыше 449 тысяч рублей и использовала их для личных нужд. Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе собственной проверки Почты России. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В дежурную часть полиции в Якутске обратился гражданин с заявлением о краже. По словам заявителя, из его дома были похищены 20 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что кражу совершила знакомая потерпевшего. Подозреваемая была проездом в Якутске и намеревалась поехать в Сунтарский район. Потерпевший на пару дней приютил ее у себя в квартире. Там же женщина обнаружила, что мужчина хранит свои сбережения под матрасом, и перед тем, как уехать, похитила 20 тысяч рублей. По словам злоумышленницы, деньги она потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 25-летний житель Нюрбинского района отправится в колонию поселения за пристрастие к управлению машиной в пьяном виде. В суде установлено, что подсудимый, имея судимость за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в 2018 году, в текущем году вновь сел за руль после распития алкоголя. В таком виде его остановили сотрудники ГАИ. По итогам судебного разбирательства суд приговорил молодого человека к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. А также он был лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. А жительница Нерюнгри приговорена к реальному сроку за уклонение от исправительных работ. В декабре 2018 года жительница Нерюнгри за злостное уклонение от уплаты алиментов была осуждена к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Женщина в течение длительного времени злостно нарушала решение суда, уклоняясь от его исполнения. При трудоустройстве допускала многократные прогулы, в связи с чем принялось решение об ее увольнении. Всего она отработала 49 из 180 дней, назначенных по приговору суда. После рассмотрения представления уголовно-исправительной инспекции суд заменил женщины обязательной работы на лишение свободы с отбыванием сроков в колонии поселения. В Нерюнгри задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств с использованием сети интернет. В отделение полиции по Якутску неоднократно поступали обращения от граждан, которые стали жертвами неизвестного мошенника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель республики, который на момент совершения мошеннических действий находился за пределами региона. Вскоре полицейским поступила информация, что подозреваемый прибыл в Нерюнгри, где он был задержан и допрошен. На этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках. Всего вам доброго.